Ежедневные сводки о количестве больных и умерших от коронавируса в Кыргызстане не могут не влиять на соотечественников, проживающих за рубежом. Нургуль Камбаралиева через соцсети обратилась к гражданам с призывом оказать посильную помощь родине в борьбе с этим проклятым вирусом. И вот с сегодняшнего дня у нас около 200 тысяч рублей уже точно есть. И дополнительно еще 2 ИВЛ уже у нас почти готово. Уже девчонки там собирали деньги, у нас, надеюсь, уже будет готово на первом чартерном рейсе. Ее идею подхватили коллеги-врачи, кыргызстанцы, работающие на рынках Москвы. На данное время где-то около 250 тысяч рублей собрали. На эти средства мы хотели помогать купить именно ИВЛ-аппараты. Соотечественники, давшие клятву Гиппократа, создали в Москве волонтерскую группу. На сегодня сотни врачей, медсестер готовы поехать в Кыргызстан. В воскресенье чартерным рейсом Москва-Бишкек прибудет первая группа. С марта я здесь работаю, сам врач в частной клинике. Я абсолютно готов, потому что как инициатор был готов даже, вообще-то мне не нужно вот эта зарплата, что-то. Я могу с собой взять все, что угодно, который СИЗ, респиратор, все, что надо там, я взял, например, с собой. Да, у меня есть опыт лечения там с ковид-больными. Еду в Кыргызстан, чтобы помогать своим коллегам, людям, хотя бы свою какую-нибудь помощь оказать. Это инициатива от самих врачей. Они обратились в посольство, и мы поддержали. Я обратился к руководству страны, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кодбек Альчевич и другие члены правительства поддержали. На сегодня решен вопрос с отправкой бесплатно их в Кыргызстан, с проживанием в гостинице там в течение месяца и с питанием. И они будут, как волонтеры, безвозмездно работать. Решили через спонсоров, мы благодарны им. Больным на сегодня не хватает кислородных концентратов и ИВЛ-аппаратов. Благодаря меценатам удается покупать их в Москве и отправлять в Бишкек. Первая партия уже доставлена в Кыргызстан. Я родился в Киргизстане, но уже много лет работаю в Москве. Сейчас мы закупили оборудование в России для диагностики заболеваний легких, пневмонии, часть уже пошло туда. Оборудование, кстати, российское. И я как раз лечу туда для того, чтобы научить врачей, наладить исследования. И все это проходит под эгидой Минздрава, главного пульмонолога Киргизстана. Поэтому завтра со всеми вылетаю. Вдали от родины усиливаются патриотические чувства. Сегодня на вес золота каждая оказанная помощь. А врачи, которые имеют практический опыт лечения коронавируса в России, поделятся им с коллегами из Кыргызстана, которые 24 часа, 7 дней в неделю борются за жизни пациентов. Мирбек Молдаконов, Аскар Уланулу, Алату 24, город Москва.